30 декабря по сегодняшний день в Якутске отловлено 359 безнадзорных собак. Ежедневно эту работу выполняют 10-12 бригад. Всех животных доставляют в пункт передержки на Очиченко, а также во временный пункт на автодорожном округе. В усиленном режиме работают диспетчерские службы по приему заявок от населения. Они принимаются как по чат-боту, так и по телефону. Подробнее, как устроена их работа, в материале Ульяны Шагиной. Там свора собак получается, да? С начала усиления работы по отлову собак в Якутске, это еще в конце прошлого года, в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям столицы поступило огромное количество заявлений от населения. Усилили работу и бригад по отлову бродячих собак. Ежедневно у нас в день выходит по 10-12 групп отлова. Данные группы отлова усилены работниками окружной администрации, а также подветственных учреждений. Плюс к этой работе привлечены работники МВД Якутская, ГБУ служба спасения республики и других предприятий. При этом хочу отметить, что первые дни заявок от жителей было очень много. За дни работы чрезвычайных ситуаций количество заявок заметно уменьшилось. В день тогда поступало до 400 заявлений от граждан. Сейчас их стало в разы меньше. Тем не менее, эта работа не прекращается. Основной поток заявлений с фотографиями и видео с бродячими животными поступает на специальный чат-бот по номеру WhatsApp. Сейчас вы его видите на своих экранах. Номер можно сохранить в телефоне и, увидев собаку, незамедлительно предупредить специалистов. Ну вот автодорожный, центральный. Сайсарский тоже много. Подробно пишут, где, возле чего находится, под домом. Все указывают заявители. Но если не указывают, мы уточняем. Какой адрес. Где видели, да? Да. Под каким домом? Да. В сообщениях советуют указать не только район, где вы увидели собаку, но и постараться точнее указать рядом стоящий дом, гараж или другое здание. Ведь собаки невероятно умные и хитрые животные, так что поймать их задача не из простых. А такая информация поможет быстрее найти собаку. Помимо чат-бота, куда поступают ватсапные сообщения от горожан, отрабатываются и телефонные звонки по безнадзорным животным. Все эти заявки здесь в службе ИДДС обрабатываются тщательным образом и направляются уже в бригады по отлову собак. На сегодняшний день на 12 часов только в ИДДС уже поступило около 30 телефонных звонков от горожан. Все отловленные собаки передаются в пункт передержки по улице Очиченко, где сейчас идет работа по его расширению. Кроме того, еще один временный пункт переоборудован в автодорожном округе. В целом, с 30 декабря по сегодняшний день специалисты уже отловили 360 собак, 79 из которых в автодорожном округе. Режим повышенной готовности для всех структурных подразделений мэрии продолжает действовать. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск.